Что ты хочешь, что ты желаешь. Мы ожидаем от тебя. И весь Божий народ сказал: аминь. Давайте мы дадим Господу аплодисменты, и мы прославим Его. Аллилуйя. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Все мы дети Господни, и все мечты Его наши. Уже придет по всей силе царство Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Ничто не погасит твоей любви, подобно пожару огонь яви. И пусть он сильнее горит во мне. Пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь, пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Изливается сила здесь, в этот час, в это время. Мы неразделимы, едины, все мы ждем Его. Все мы ждем Его. Аллилуйя. Господь здесь в своей силе и славе. Воздай мы славу, Господь. Мы хотим быть ближе к Тебе с каждым днем. Стою я здесь, вся жизнь моя в Тебе. Я знаю, рядом Ты так нужен мне.
шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Лишь один, только ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, он только для тебя. В присутствии твоем хочу я быть всегда. Еще один день, он только для тебя. В присутствии твоем хочу я быть всегда. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Лишь для тебя. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Только ты один. Все, чем я живу, все, чем я дышу. Еще один день, он только для тебя. В присутствии твоем хочу я быть всегда. Первая любовь, Иисус, Иисус, ты первая любовь. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Хочу я быть на шаг ближе к тебе. На шаг ближе, хочу я быть на шаг ближе к тебе. Все ближе и ближе, только к Тебе, наш Бог. Мы хотим быть всегда с Тобой, наш Иисус. Благодарим Тебя, наш Бог. Оружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь с победою венчан.
Мой Бог непобедим. Да, мой Бог непобедим. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь с победою увенчан. Мой Бог непобедим. Да, мой Бог непобедим. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. В имени Иисуса власть и сила. Он в любой борьбе непобедим. С ним пред любым предстану великаном. Я знаю, победа за ним. Я знаю, победа за ним. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет. Знаю, меня победа ждет. Ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас,
обращаешь добро, обращаешь добро. Все то, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Все, что обрушил наш враг на нас, ты обращаешь добро, обращаешь добро. Ты все обращаешь добро. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Ты Бог сильный, Ты Бог великий, Ты Бог победитель. Спасибо, Господь, что в Тебе мы имеем победу, победу над любыми обстоятельствами. Господь, спасибо, победу над болезнями, победу над какими-то финансовыми трудностями, Господь. Спасибо Тебе, Иисус, что только Ты наш победитель, и Ты превыше всего в этом мире. Превыше силы, превыше царств, превыше славы и всех земных богатств, превыше мудрости и всех путей земли. Великий Бог, владыка всей земли. Превыше солнца и всех планет, превыше всех чудес, какие видел свет, превознесенный над небом и землей, и нет пути прекраснее, чем твой. Мир век ты вознес на крест, был распят и в третий день воскрес, как цветок, растоптанный в пыли. Отвержен был, но всех любил, превыше всех. Anıda küste en ürdük gün, sirderi baydo kilbenger nespet, örkünü döktür sirderi sollara. Nespeten akar dangara, hayat çürüdü hayırlı bıdırdan, ürdük gün hanıda silderi cifliden, en ürdük gün sirden da alandan. Solun kerekten kerek.
кто всех любил превыше всех. Что ж мы не аплодируем Господу-то? Добрый день, драгоценная церковь. Мы, как церковь, можем всегда приходить к Господу, и мы сейчас придем к Нему, просто отдадим все свои нужды и заботы. Дорогой Небесный Отец, Господь, благодарим Тебя за эту милость Твою, Господи, что Ты нас предизбрал до создания мира, предопределил быть подобному Сыну Твоему, Господи, что Ты нас собрал в теле Своем, Господи, объединил как живой организм. Мы благодарим Тебя, Господи, что мы можем собираться здесь, можем молиться, Господь. И Ты здесь, потому что мы собраны во имя Твое. Господи, превозносим Твое святое имя. Да святится Твое имя, Господи. Преклоняемся пред Тобой и благодарим. Благодарим, благодарим, Господь, бесконечно. Благодарны Тебе за крест, за ту милость, Господь, которую Ты, и за ту любовь, которая превосходит всякое разумение. Благодарим Тебя, Господи, благодарим, что через крест нам открылась, Господь, проход к Отцу, и мы можем приходить к престолу благодати и милости. Господь, мы прямо сейчас, как церковь, и каждый как член, мы идем к этому престолу благодати и милости, чтобы получить помощь, Господь, благовременную, чтобы Ты дал силы, а Ты даешь силы пройти те трудности и испытания, которые мы проходим, чтобы мы могли возложить нам заботы на Тебя, Боже, и каждый из нас – прямо сейчас, по вере, возлагая свои заботы на Тебя. И мы уповаем на Тебя, потому что уповающий на Тебя, он не будет постыжен. Мы стоим на крепком обетовании, мы стоим на крепком основании, на Тебе, Господь, мы стоим, на Твоей верности и милости, Боже. И мы, Господь, прямо сейчас провозглашаем в духовном мире, принимаем, Господь, ту потоки милости, которые Ты посылаешь, и благодати, Господи. Принимаем божественное исцеление. Все, кто в этом нуждается, пусть прямо сейчас Твоя божественная сила, Господь, прикоснется, сила дюнамис, Господь, и придет полное божественное исцеление, потому что ранами Твоими мы уже исцелились. Да будет это слово плотью, Господь, да воплотится во имя Иисуса Христа, Господи. И там, где что было разрушено, Господь, дьяволом, врагом нашим, Боже, да будет восстановлено. Тобою восстановлено. Всякие разрушенные связи в семье, взаимоотношения, Господь, между друг другом, Боже, восстанови, соедини по Своей великой любви, Господи. Помоги нам смотреть на все через Твой крест. На все, Господь, смотреть через Твой крест. Через Тебя, Господи. Благослови помилостно в этом, Боже. Мы также отдаем Тебе все финансовые проблемы, Боже, и благодарим, что Ты обнищал, чтобы мы были богаты, Боже. Ты нас благословил всеми, Господь, благословением в небесах, всем огромным наследием Ты нам оставил, Боже. Мы благодарим Тебя за это, Господь, и каждую нужду восполни брата и сестру по богатству в славе Твоей, Господи. В Твоей славе да будет восполнена, Господь, всякая нужда, кто в чем нуждается, Боже. Благодарим Тебя, Господь, что даешь более, чем о чем мы можем, Господь, даже помыслить. Благодарим и славим Тебя, Господи. Мы благодарим Тебя, что мы можем находиться, Господь, в церкви Твоей. Мы благодарим Тебя, что у нас есть, Господь, пастырь. Мы благодарим Тебя, что у нас есть наставники, Господь, что паства имеет действительно и слово, Господь, которое может вкушать, Боже. Ты даешь это слово. Благодарим Тебя, Господи. И мы сейчас молимся, Господь, за все церкви, Господь, нашего союза, за нашего епископа, Господь, молимся особо за нашего и пастора Алексея и Андрея, Господи. Спасибо Тебе за каждого верного, Господь. Благодарим. Благодарим, направляй, укрепляй, да никто не сойдет с Твоего пути, Господи. И пусть, Господь, Твоя воля делается в том, что делается в церквях. Твоя воля да свершается, Господь, в жизни и церквей, Господь, в целом, и каждого из нас во имя Иисуса Христа. Мы все отдаем Тебе, Господи, славим Тебя за это. И также, Отец Небесный, мы, конечно же, поднимаем пред Тобой, Господь, начальствующих и власти. Мы молимся сейчас, Господь, за правительство, за власти, Господь, за те, которые в России и которые, Господь, здесь, в Якутии, поставлены над нами. Боже, мы молимся Тебе, потому что сердца
царя, они в Твоей руке. И также, Господь, начальников, Ты видишь каждое сердце. Мы молимся Тебе о том, чтобы Ты направлял их в правильное русло, чтобы мудрость истекала через них, Господь, чтобы все, что они делали, оно было во благо народа Твоего, Господи. Благослови. Покрой, Господи, покрой по Своей великой милости, защити. И да познают они Тебя, кто не познал, Господь, как истинного Бога, чтобы это были истинные христиане, истинные верующие. Тогда, Господи, те законы, которые они принимают, они будут, Господь, во благо во имя Иисуса Христа. Мы благословляем сейчас начальство, власти, Господи. И, конечно, мы не можем не коснуться, Господь, тех, которые сейчас на войне. Особенно тех, которые пошли с нашей республики, Господи. Мы молимся за всех, но особо поднимаем каждого, Господь, якутянина, кто сейчас стоит, Господь, в этом нелегком, Господь, в бою противостоит, Господь, нацистам. Господь, мы знаем, что Ты с народом Божьим, неважно какой он национальности, совершенно неважно. Господи, Ты не за то, что умирали, Ты за то, чтобы был мир. Мы просим Тебя, чтобы дни этой войны, они сократились. По Своей великой милости, Господи, сократи дни этой войны, Боже, и покрой, Господь, каждого, покрой просто Своим покровом. Пусть Твоя кровь, Господь, она защищает и покрывает каждого, Господь, воина во имя Иисуса Христа. Господи, Ты знаешь, что истинный враг, и против него, Господь, да будет истинная война во имя Иисуса Христа. А мы молимся, Господь, за мир и за торжество, Господь, победы Твоей, чтобы пришло Твое царство на эту землю. Благодарим Тебя, Господи, за все, что мы можем уповать на Тебя, что у нас есть надежда на будущность, Господи. Благодарим и славим Тебя за все. Аминь. Слава Богу. Дети, подростки, пожалуйста, выходите сюда вперед, перед сценой. У нас добрая традиция, мы на каждом собрании благословляем детей, мы за них молимся. Сегодняшний день не исключение. Как-то сегодня немного у нас. Давайте благословим их. Господи, Отец, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви, кто сейчас здесь, также за всех, кто отсутствует по каким-то причинам, находится дома, либо в отъезде. Господи, мы приносим каждого перед Тобой и просим Тебя, Господь, Ты благослови их обильно, как мы их благословляем сейчас. Господи, благослови их крепким здоровьем. Скоро уже закончится эта зима, весна, Господь, опять простудные всякие заболевания. И мы просим Тебя, Господь, пусть всякая болезнь, всякий вирус, он обойдет их стороной во имя Иисуса Христа. Господи, мы просим Тебя также за каждого ребенка, которому нужно исцеление. Может быть, не в простуде, но вообще какие-то другие болезни есть. И врачи не ставят всякие диагнозы, но мы провозглашаем божественное здоровье в жизнь каждого ребенка, каждого человека здесь. Господи, мы просим Тебя также о том, чтобы их сердца, они принадлежали Тебе, Господи. Пусть каждый из них в свое время, кто еще не сделал этот выбор, он сделает правильный выбор, он выберет Тебя, выберет жизнь. И он посвятит свою жизнь служению Тебе, Господи, во имя Иисуса. Не обязательно они будут служить в церкви все, но, Господь, пусть они служат в своем доме, на своей работе, пусть они будут посвящены Тебе, Господи. Пусть они всегда знают, что на небе есть Отец, который никогда их не оставит и не покинет, и они всегда могут прийти к Тебе и положиться на Тебя. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Слава Богу. Дети, вам можно спускаться на детское служение. И у нас немаловажная, если не самая важная часть служения, это сегодня у нас последнее воскресенье месяца, и у нас причастие или хлебопреломление. И вы заметили, да, что мы помолились за детей до начала и отпустили их. И это сделано не просто так, да, потому что вы знаете, зачем и почему мы принимаем причастие, и что это такое, что это вообще значит, да? Вы знаете, что наш Господь Иисус последний ужин со своими учениками,
Он взял хлеб, разломил его и сказал, что вот это вот делайте в мое воспоминание. Он заповедал это своим ученикам, то есть нам, что ешьте этот хлеб, вспоминая обо мне, что я сделал. И этот хлеб – это тело мое, которое будет ломимо за вас, да. И сок это, или вино – это кровь, которая была пролита за вас. И почему мы отпустили детей? Потому что мы верим, что причастие могут совершать те, кто является частью церкви. Тот, кто принял Иисуса Христа осознанно как своего Господа и Спасителя. Поэтому если дети, они еще не каялись, они не принимали водное крещение, то лучше воздержаться. То есть ребенок, он еще не понимает, зачем и почему. Хорошо? То есть только поэтому. То же самое касается взрослых. То есть мы приветствуем всегда, неважно в какой церкви, где ты принимал водное крещение, если ты крестился в Иисуса Христа. Мы сами не крестим в церковь, мы крестим в Иисуса. И мы никого не перекрещиваем нигде. Но если ты не веришь, если ты не принимал крещение, то тебе лучше воздержаться. Хорошо? Давайте мы благословим этот хлеб, этот сок. Давайте мы поднимемся на наши ноги. И мы также вот с этих рядов, с этой части зала будем выходить, по тому ряду возвращаться на места. Все как обычно. А сейчас давайте мы благословим и осветим этот хлеб и этот сок. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты отдал за нас, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы наши грехи, они были прощены, чтобы мы имели примирение с Тобой. Иисус, мы освящаем этот хлеб, и мы провозглашаем, что это тело Твое, которое было ломимо за нас. И мы освящаем этот сок и провозглашаем, что это кровь Твоя, которая была пролита за нас, и посредством которой мы очистились, и наши грехи, они прощены теперь. Мы принимаем это с благодарностью, вспоминая о Тебе. Аминь. Можно выходить? Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас их. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все, все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас их. В небе навсегда написал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо, знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус,
Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Слава Богу! За всех вас мы возьмем какое-то время, пока у нас группа прославления тоже примет причастие. Присаживайтесь. Также вы знаете, что наша церковь, как и все, наверное, остальные церкви, мы существуем за счет пожертвований. Да? И пожертвование десятины это на самом деле важная часть нашей жизни, личной, жизни церкви. Мы как церковь тоже даем десятину, которую мы собираем, и мы отправляем ее в наш союз. Это важно делать, вы знаете, да, и мы как-то на воскресных собраниях больше не учим, ну или редко, так скажем, да, не даем каких-то проповедей на эту тему, но это не умаляет значения вообще этого служения и важности этого. И сейчас мы будем также это делать и совершать. И, Лень, можно тебя попросить? Вот, пожалуйста, возьми ведра. И по залу их можно пустить. И в электронном виде у нас также возможно сделать пожертвование. Да, и пусть Господь благословит каждого, кто дает. И не вставайте, я коротко помолюсь. Господи, я благодарю Тебя за каждого человека, который давал и дает на служение Тебе, Господи. Я прошу Тебя, Господи, благослови их семьи. Сделай так, чтобы, Господи, они ни в чем не нуждались, чтобы во всем был достаток всегда. И, Господь, я прошу Тебя о том, чтобы в нашей церкви была мудрость сверхчеловеческая, сверхъестественная, небесная, о том, как управлять своими деньгами. Господь, сделай так, чтобы у нас не было ни одного человека, у которого бы были долги. Господь, пусть будут свободны от долгов во имя Иисуса. Я просто провозглашаю это в жизнь каждого. Господь. Аминь. Будет так. Слава Богу. Вы знаете, еще прежде чем мы перейдем к слову, у меня есть пара объявлений буквально. Кто был благословлен вообще вот приездом епископа нашего, который был здесь? Хорошо же, да, было? Слава Богу. Вы знаете, вот, собственно, если бы он ехал с Владивостока каким-нибудь дешевым способом, не на самолете, например, да, то это было бы долго, да. Слава Богу, у нас есть самолеты, и у нас есть деньги, чтобы покупать билеты, в том числе вот для служителей, которые приезжают. Тем более вот тут всякие распродажи были, особенно когда билеты куплены за 5000 рублей, прям радует. Вот. Но это уже мудрость в том числе. То есть зачем покупать по 15 в одну сторону, когда можно купить за 5, да? Но немножко заранее. Но вы знаете, я вот хотел вас с одной стороны опечалить, что я тут смотрел, я пытался еще купить билеты вот летом. Может быть, кто не в курсе, но вот с 10 мая по 15 августа у нас опять будет укорочена полоса, и у нас убирают все прямые рейсы, например, в Москву, и все рейсы, они опять будут стыковочные. Вы помните, такое было у нас в 2021 году, по-моему, еще было такое лето, помню, пожары были везде, и было, ну, и билеты стоили, я там помню, по 47 тысяч в одну сторону до Москвы. Хочется верить, что будет чуть дешевле, но вот на данный момент, то есть на лето убирают уже все прямые рейсы, их не было, и вот нам предстоит еще одно лето такое вот, явно будет недешево, наверное. И вы знаете, у нас на следующей неделе приедет гость, вернее гостья, да, которая, ну, гости, да, Анна Рысматовна Сандыбаева.
Все ее, ну или почти все знают. Доктор теологии, хотя она и женщина, да, человек, который хороший человек. Да, что еще сказать? Я не знаю, что говорить. Вы знаете, она проводила у нас женские семинары, прямо очень хороший отклик, да, и кому вообще на пользу вот пошло общение с ней? Есть такие люди, кто может сказать, что да, мне вот, ну не так много, если вы не были, я вам рекомендую настоятельно быть. Мы еще не утвердили точное расписание, но я вам могу сказать, что, скорее всего, в пятницу вечером у нас будет собрание. И, скорее всего, наверное, это будет женское собрание. В пятницу вечером в 19:00, это на следующей неделе уже. В субботу у нас будет семинар. Это будет 2 собрания в 11 часов. И с перерывом, так же, как вот Андрей, когда у нас был епископ, подобным образом. То есть будет какая-то тема. Я вам сразу могу сказать, что я попросил, мы еще точно тему не утвердили, но эта тема будет касаться либо семейных отношений, либо вообще взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Таких вот человеческих отношений. Да? Поэтому она также работает как семейный психолог. У нее есть практика, она консультирует людей. И вы можете прийти сами, вы можете привести своих знакомых, вы можете позвать неверующих людей абсолютно вот в субботу. Темы, я надеюсь, что в понедельник мы в группе опубликуем полноценное расписание. То есть завтра уже, да, оно будет, когда, что и какие будут темы. И вот эта рекламка, и можно будет этим поделиться. Добро пожаловать. И про билеты на самолет я говорил тоже не просто так. Знаете, потому что я планировал, вот помните, епископ, он хотел приехать еще, и мы смотрели, и вот ну, никак не получается. Он занят, потом непонятно, что будет с билетами, билетов не было. То есть пока это все в подвешенном состоянии, и вполне вероятно, что летом у нас гостей не будет. И вот такой вот у нас старт, ну, имеется в виду таких вот гостей издалека, да. Поэтому я ободряю вас прийти на следующей неделе. У нас не так часто гости здесь. И в преддверии такого засушливого лета, имеется в виду в плане гостей, если у нас с билетами такое будет, сейчас хорошее время. Вот, что еще? Вроде бы все по поводу объявления. Анна Рысматовна, также, как мы сказали, она занимается консультированием, да, семейным. И можно записаться к ней на консультацию, если это касается вот, ну, каких-то взаимоотношений с мужем, с молодым человеком, вообще по семейным делам каким-то у вас вопросы. Можно к ней записаться на личную консультацию. У нас ответственная за это Мария Пак. Вот. У нее будет все расписание. Я хочу сразу сказать, что мы ограничим по времени консультации, чтобы сразу не было обид каких-то. Еще, если у вас там совсем сложный вопрос, вы понимаете, что ну, она будет служить, она будет проповедовать, будет всего много. И очень тяжело консультировать людей, например, там, если это будет целый день, ну это невозможно. То есть вот такая вот голова. Мы же хотим не просто ее выжать как мочалку, да? Но так, чтобы ей тоже как-то было радостно и было время на отдых на какой-то. Поэтому по времени будет ограничено, и вы также не одни, но это я просто к тому, чтобы вы сразу были готовы. Поэтому относитесь также к этому с пониманием. Но если у вас есть желание, сами ли, с мужем ли, записаться, либо еще с кем-то, все через Марию, хорошо? У нее будет расписание. То есть мы постараемся вот в течение дней, вот вечера все забиты, ну, либо служениями, либо еще чем-то, какие-то встречи, но днем, в какие-то дни, кроме, я думаю, субботы и воскресенья, это будут рабочие дни, скорее всего, вот, можно будет записаться. Хорошо? Кто-нибудь скажите. Аминь. Кто придет, кто уже знает, что вы придете? А если подумать? Просто я еще не начал проповедовать, вы уже грустные сидите, как-то меня это в тоску вгоняет тоже. То есть я еще не успел ничего сказать, уже вас всех усыпил, и уже всем все надоело.
Хорошо, мы перейдем к проповеди. И вы знаете, сегодняшняя проповедь, она, можно сказать так, навеяна определенными событиями, которые произошли недавно. У нас в ноябре президент издал указ, который прошел незаметно, может быть, в какой-то мере. Я коснусь его позже, это вот одна из вещей. И, знаете, на прошлой неделе или неделю назад, недавно, может быть, кто-то видел, есть такой русский хоккеист, который играет в Америке, Иван Проворов. Никто не видел в новостях, как-то по нему, да, крутили новости. Я вам коротко расскажу, не все знают, не все видели. Вы знаете, да, что у нас многие хоккеисты, успешные, так скажем, они играют в Америке. То есть в Америке существует Национальная хоккейная лига, по факту это сильнейшая лига в мире. Как все в Америке, наверное, да, они собирают все сливки со всего мира. То есть все талантливые спортсмены, как правило, едут туда, потому что все деньги там, зарплаты хорошие там. И для многих наших мальчишек мечта это прямо как бы здесь стать звездой или более-менее чего-то это и уехать в Америку. Я не буду касаться сейчас вот хорошо, плохо там, просто по факту, да, это так. Все наши звезды, они там. И вообще, на самом деле, вот континентальная хоккейная лига это такая очень серьезная организация, как и многие спортивные ассоциации в Америке. Вы знаете, там все про деньги на самом деле. Потому что, например, они часто не отпускают хоккеистов на чемпионаты мира, на Олимпиаду. И там играют американцы и канадцы. И вот, например, на Олимпиаду часто или на чемпионат мира ездит какой-нибудь второй состав. Или, то есть, если команда, она выбыла там из кубка, который у них разыгрывается, то есть там на выбывание, то тогда хоккеист может поехать. А если нет, они часто не отпускают, и часто наши звезды, например, не приезжают за сборную играть, когда мы вот участвовали. Я к тому, что, то есть они плевать хотели вообще на все, они делают деньги, и как бы там, знаете, приостанавливать чемпионаты, как бы терять деньги, свой чемпионат, ради того, чтобы кто-то куда-то поехал, они вообще, как бы, это не про нас. Они до такой степени вот как бы серьезные и крутые, что, знаете, вот, например, есть такая вот спортивная организация ВАДА, которая блюдит за антидопинговая, да, комиссия. И, то есть они вообще плевать хотели на них. Для них они не указ. То есть есть масса примеров, когда, например, спортсмен, не то что был пойман, у него нашли, например, какие-то анализы. То есть хоккеист поехал, например, на чемпионат мира, и так как он в международной федерации, он должен сдать, например, какие-то тесты, и у него нашли какой-то в крови препарат, который там превышает какую-то норму, и он попадает под какие-то там санкции. То есть если бы он был, то есть его там отстраняют, и он не может играть за сборную. Но когда он возвращается обратно в лигу, они просто официально ничего не признают. Они говорят, что ВАДА это хорошо, давайте там, у нас тут своя контора, вы нам не указ. Они вообще плевать на все хотели. Как бы вы понимаете, да? То есть насколько я к тому, что они самостоятельные, самодостаточные, они крутые, как бы у них там все деньги и так далее. И у них, знаете, вот как бы не так давно там новый человек в руководстве в лиге, и они теперь продвигают также вот эту всю повестку, которая есть в западном мире. То есть они поддерживают там ЛГБТ-движение на уровне лиги. И, периодически, как бы, вот, знаете, это в добровольно-принудительном порядке, вот как бы говорят и проводят вечера, Pride Night по-английски, да, вечер, ночь гордости, вечер гордости. Это когда хоккеисты, они в команде, они одевают разноцветные, то есть футболки, то есть там у них номера там радужные всякие, то есть они оказывают поддержку вот ЛГБТ-движению, как бы этим выходят вечером и проводят тренировку. То есть это не на официальных матчах пока еще, да, но тренировка официальная, это открытая тренировка, куда дети приходят с семьями, то есть взрослые, они берут детей, потому что это звезды спорта, вы знаете, что дети, они очень восприимчивы. Вот они приходят, и то есть таким вот образом пропаганда ЛГБТ, она в том числе как бы существует, да. И вот совсем недавно есть такой клуб Philadelphia Flyers, то есть, соответственно, находится в городе Филадельфия, братская любовь, да, мы знаем, переводится в Библии есть такой, они проводили вот такой вечер гордости, Pride Night, и все игроки, они одели свитера, и один игрок, он отказался, один из всей команды. То есть команда, вы представляете, это 4 пятерки,
это 20 человек, да, плюс еще скамейка запасных, на этом они там делятся, то есть там, ну, у них состав, то есть там вратарей только как минимум 3 человек, да, на всякий случай. И все одели майки, вышли, 1 человек не вышел. И этот человек оказался русским хоккеистом из России. Ну, он живет в Америке уже давно. И он, не сказать, что он такая прямо мегазвезда, но, то есть он все равно крут, если он играет в лучшей лиге. Это защитник в этой команде. Его зовут Иван Проворов или Проворов. Я не знаю, как правильно фамилию, но многие говорят Проворов. На английском его зовут Айван Проворов. И он отказался, да, он вышел, и казалось бы, может быть, оно как-то и ничего бы такое было, но на федеральном уровне, федеральные СМИ, то есть телевидение, радио, газеты, они подняли такой гвалт, столько негативных отзывов. Я просто смотрел, как бы, ну, некоторые вещи в Ютубе, то, что вообще происходило, это что-то с чем-то. То есть, может быть, никто бы так, знаете, пропустили бы мимо. То есть, ну, вот, представляете, это как, например, у нас первое, там у них есть каналы, там CBS News или ABC, ну, это такие, знаете, как у нас первый канал, второй канал, и вот ведущие стоят и говорят, ну, следующий текст, что в Филадельфии состоялась там Pride Night, Ночь гордости, и НХЛ, то есть клуб, они поддержали, и вот это праздничное событие, оно было омрачено поведением одного игрока, который отказался одеть майку. То есть это в таком вот духе, я не шучу. В смысле, это, я не понимаю, что смешного. И когда, знаете, потом дальше как бы комментаторы, и там прямым текстом, вот я вам следующее говорю, знаете, там сидят, говорят, кто вообще этот парень? Че он сюда приперся? У нас здесь вот такие ценности. Если ему что-то не нравится, может быть, он поедет. Откуда он там приехал? К себе домой и будет продвигать там вот это. Но здесь я думаю, что мы должны его оштрафовать. То есть я думаю, что клуб нужно наказать штрафом минимум там, в $2 миллиона. И вообще посмотрим, что там будет лига. Лига вообще поддерживала все это. Но мы посмотрим, какая будет реакция на это недостойное поведение. То есть вот приблизительно почти прямая цитата. То есть представьте, какой вообще там такой хай поднялся. И я хотел вам, знаете, он после дал интервью. И вот представляете, журналисты, они все собрались. Сейчас мы посмотрим, у нас звука нет, да? Вот здесь как бы с YouTube, но здесь есть русские субтитры, и я вам прочитаю. Да, мы вот уже перемотали. Вот это, собственно, этот хоккеист. Журналисты задают ему вопросы, говорят, Тартарелло сказал, что вы отказались. Почему это тренер? Почему вы это сделали? Он говорит, что вы сделали это из религиозных соображений. Что-то у нас тормозит все. Вот здесь, да, вот интересно, смотрите, он отвечает на этот вопрос. Он говорит, я уважаю всех. Давайте мы даже не будем ролик, можно дальше не запускать, что-то у нас тормоза с интернетом. Я вам просто скажу, да, вот журналисты, они задают ему вопросы. Они говорят, это правда, что вы отказались? И его текст, его ответ был следующий. То есть я хочу, чтобы вы внимательно послушали. Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор оставаться верным себе и своей религии. Это все, что я могу сказать. Еще раз, это все. И потом дальше там, ну, кто-то пытается еще задавать вопросы ему. И он говорит, что еще раз, это все, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы касательно хоккея, моей игры, я готов на них ответить. И кто-то, знаете, такая пауза. Потом кто-то опять пытается его там, ну, как-то вывести на эту тему, спрашивает, а как вы считаете, вот ваше поведение, ну, как-то отразилось на лиге или это? И он просто спокойно поворачивается и говорит, вы разве не слышали, что я сказал? Он говорит, ну да, слышали, вы можете уважать мой выбор? Он говорит, ну, да, и все вопросы, они как бы закончились. И потом такой вопрос еще, а какая у вас религия? Он говорит, русская православная. И, ну, знаете, на позитивную еще какую-то вещь сказать. Вот поднялся вот этот весь хай, просто со всех трибун, со всех экранов его просто поливали грязью. Одна единственная, есть такой канал Fox News, ну он такой сейчас в оппозиции, они поддерживают Трампа, как правило. И вот там есть такой знаменитый ведущий Такер Карлсон. Его обычно у нас в переводе пускают на русском. И у него есть передача, которая вот посвящена этой ситуации Ивану. И вот он это дело запускает, и он потом говорит, герой, никто из всей команды ничего не сказал.
не отказался, ничего. И вы знаете, дальше потом он берет интервью, вот этот Такер Карлсон, у какого-то бывшего спортсмена знаменитого, черный, ну в смысле негр. Дядька уже в возрасте, и он как бы, и знаете, он такую интересную мысль говорит. Он говорит, что вы думаете по этому поводу, там вот вообще такое. Он говорит, вы знаете, мне, говорит, интересно просто то, что вот этот парень, он один, который пошел вообще вот против всего. Сейчас вот эта вот повестка, которая навязывается всем, и мы дошли уже до того, что у тебя нет выбора. Ты просто обязан это делать. И многие, вы понимаете, они играют в Североамериканской лиге, и Проворов, он, по-моему, один русский игрок в этой команде. Но в других командах где-то есть много русских, где-то их вообще нет. Но здесь он один, да. И он говорит, что там в основном, как бы, ну, понятно, 70% это хоккеисты из Северной Америки, это из Канады. И это люди, ну, 25 до 35 лет, да. То есть они выросли, на самом деле, знаете, вот те христианские ценности, которые были еще в Америке совсем недавно, они на этом воспитаны. И вот этот дядька, которого берет это интервью, он говорит, что мне интересно, что вот эти все наши американские спортсмены, которые выросли на христианских ценностях, ни один из них ничего подобного не сделал. И сделал какой-то русский, который приехал, и на которого вот этого все обрушилось, да? Он говорит, что я бы ожидал от игроков, которые рождены, были воспитаны в США, поступить так же. Но никто никогда ничего не сделал подобного. И то есть это вот продолжается. И вы знаете, мы плавно переходим в нашу, да? Очень часто христиане, они идут на уступки со своей совестью, они уступают сатане, по сути. Они отказываются стоять твердо на том, во что они верят. И Библия постоянно нам говорит и напоминает. Давайте мы посмотрим, что мы должны стоять твердо на нашей вере, должны стоять твердо на наших убеждениях. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Говорится следующее. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Говорится следующее. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Ефесянам, 6 глава, 13 стих. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. И основной такой текст Писания на сегодня это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. И вот это вот место Писания я еще раз хочу прочитать в современном переводе. Как-то оно больше раскрывается. Итак, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Поэтому, братья, стойте твердо и будьте верны учению, которое мы вам передали и на словах, и в нашем письме. Будьте тверды. Библия очень четко говорит нам, что мы как верующие, Бог призывает нас, как верующих, твердо стоять на нашей вере, на наших убеждениях, то, чему мы были научены. Не идти на компромиссы. И интересно, что Библия, она полна примеров мужчин и женщин, которые поступали подобным образом, которые твердо стояли за свою веру, стояли на том, что им говорил Господь. Знаете что, Моисей, он стоял перед фараоном твердо, он говорил, что отпусти народ мой. И что бы ни происходило, он возвращался, и он говорил, отпусти народ мой. И он так продолжал, пока народ, он не был отпущен из рабства, пока он не ушел. Ну, вернее, даже его не совсем отпустили, да, но
Вы знаете историю. Народ израильский, он стоял под стенами Иерихона, когда Господь, Он сказал им, да, и они ходили, и они делали то, что... И они стояли на своем, хотя, казалось бы, пока стены, они не рухнули. И, конечно, вы знаете, в книге Даниила Сидрах, Месах и Авдинага, 3 юноши, которые стояли перед идолом, да, которого воздвиг царь Навуходоносор, и он говорил, что поклонитесь, будете живы. И вы помните их ответ, да, что Бог наш силен вступиться за нас, но даже если этого не будет, то мы идолу твоему не поклонимся и тебе служить не будем, да. Их бросили в огонь, в печь раскаленную, но Бог пришел и спас их оттуда. Вы помните Исфирь, ее историю. То есть во времена царя, да, Ксеркса был такой человек злой, Аман, антисемит. Ну или человек, который просто каждой фиброй души там ненавидел иудеев. И он сделал так, что царь, он издал указ, по которому весь народ должен был быть истреблен. И именно Исфирь, да, то есть ее дядя, он ее говорил, что иди, сделай. И то есть она была тверда, хотя она боялась, что как бы с ней чего не приключилось, но благодаря ей народ был спасен. Я бы хотел подчеркнуть, вы знаете, что интересно во всех этих историях? Что все эти люди, они в конечном итоге добились победы, успеха не благодаря своим каким-то выдающимся способностям, не благодаря тому, что у них была какая-то могущественная армия за ними, не благодаря тому, что у них там какое-то оружие было, но благодаря тому, что Бог встал за них и все решил, да. Они победили благодаря Богу. Вы согласны? Бог встал на их сторону, потому что они стояли твердо. Они стояли твердо на своей вере. Я не знаю, кто сказал эту фразу, знаете, вы слышали ее, что для победы зла нужна всего одна единственная вещь. Это чтобы хорошие люди ничего не делали. Но когда Божий народ, люди Божии, они твердо стоят пред лицом зла, любое зло, оно начинает чувствовать себя неуютно. И в конечном итоге оно бывает поражено. И Бог, Он призывает нас твердо стоять на наших убеждениях, твердо стоять на нашей вере. Часто бывает так, что ты один единственный человек, который может вообще встать и противостать чему-то в какой-то ситуации. Поэтому мужайся, стой твердо. Еще раз. Часто люди, которые стоят за свою веру, стоят за Богом, они вынуждены делать это в одиночестве. Многие герои, героини, которые описываются в Писании, они подвергали себе опасности, когда они стояли на своей вере. Но из-за их смелости, из-за их твердости, во времена опасности ситуация она менялась кардинально. Бог поворачивал ситуацию просто на 360, на 180. В противоположную сторону. 360 будет перебор, да? Вы знаете, что 27 января
наша страна как бы праздновала 79 лет снятия блокады Ленинграда. На следующий год будет 80, юбилейная дата. У нас, в принципе, более-менее старшее поколение, еще с советских времен, я думаю, помним. Почти 3 года, да, город находился в полной блокаде, везде там 900 дней и ночей, там, с 41 по 44 год. По оценкам погибло от голода мирных жителей 1 миллион человек. 1 миллион заморили голодом просто, они умерли. Вы знаете, то есть город был окружен, но он не сдавался. И недавно, кстати, буквально, я не знаю, вот месяц прошел, где-то в суде у нас в Российской Федерации вот эта блокада Ленинграда была признана геноцидом советского народа. И в советское время как-то было не принято вообще об этом говорить. Хотя мы потерпели такой урон, да, у нас там 40 с лишним миллионов, там разные оценки вообще потери в войне. И никто нам не был, то есть, ну как-то Советский Союз был великой державой, держава-победительница, и нам не пристало там, то есть мы не просили никаких репараций там, Германия нам не платила как государству, не было принято говорить вообще об этом. Но вот сейчас, я думаю, знаете, как-то переосмысление происходит вообще всего, когда нацизм, он на самом деле поднимает голову по всему миру. До такой степени, я может, немножко отвлекусь. Знаете, вот сейчас будет также юбилейная дата, это освобождение Освенцима. Да? Это первый концлагерь, который был освобожден, и где вообще мир, он увидел вообще все ужасы. Потом были концлагеря, которые также союзные войска там они освобождали. Но здесь какая парадоксальная ситуация? Красная армия освободила Освенцим. Сейчас будет очередная дата празднования, да, вот этого. И, то есть, там будут евреи, понятно, потому что они были там, да, то есть, ну, держали кто там, если представители еврейского государства, также израильского. Там будут поляки, так как это на территории Польши. Но вы знаете, что многие поляки, они издавали тех самых евреев, которые там сидели. То есть, кто их там, ну, ладно, там украинцы будут в том числе, да, но вы знаете, что среди надзирателей, которые было очень много как раз нацистов, там СУАН, АУН, УПА, там вот эти вот, которые потом были, они были надзирателями в лагере. Германия будет там, про них я вообще молчу. Но Россию не пригласили. Как-то не в тренде. То есть насколько вообще это, ну, повернуто, я просто хочу, чтобы вы это понимали. И я не думаю, что нам стоит вообще молчать и говорить. Я думаю, это показательно. Вот это решение суда, которое было принято о том, чтобы признать блокаду Ленинграда геноцидом. Вдумайтесь только, 1 миллион людей заморили голодом. Но что бы я хотел сказать применительно к нашей ситуации вообще? Вы знаете, немцы, они не проиграли вот битву за Ленинград, потому что Красная Армия, она была многочисленна. Ну, на тот момент. 3 года блокада длилась. Принимались титанические усилия, чтобы прорвать это и так далее. Но если бы могли, сделали бы это раньше. Но если это длилось 900 дней, ну не было такого оружия, не могли этого прорвать. Но немцы, они потерпели поражение благодаря тому, что мирные жители, советские люди, которые были в этом городе, и те солдаты, которые были, знаете, они просто уперлись, и они стояли твердо. Они просто отказались сдаваться. И они вытерпели весь этот натиск лучшей армии мира на тот момент, которая завоевала всю Европу, которая покорила все народы европейские. Если вы посмотрите, за сколько днями исчисляя, знаете, как Польша была завоевана, Франция. Никаких шансов. И только благодаря стойкости людей, да, они дождались. И ситуация, она повернулась вспять.
Но они были в полной блокаде. Можно сказать, что они там были одни. Это то, что Бог, Он призывает тебя и меня делать. Бог, Он призывает нас стоять крепко, стоять твердо, даже если ты, казалось бы, стоишь один. Потому что часто все может зависеть от одного такого человека. Еще раз, в книге Исфирь был такой человек, вот этот Таман, да, который устроил все так, чтобы царь, он принял закон, по которому весь народ, он должен был быть истреблен. Но у Исфирь был дядя Мардохей, которого звали, да? И он пришел, он говорит, что тебе нужно пойти и убедить царя, который на минуточку был ее муж, да? Но она настолько вот его боялась, и там вот такое все было, знаете, что если царь, он издал указ, он не может отменить его. Слово царя закон. Интересно, что Мардохей, он говорит Исфири. 4 глава, это книга Исфирь, 4 глава, 14 стих. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского? И что, кто знает, может, ты царицей это стала, собственно, как раз для того, чтобы спасти народ. Бог тебя поднял. Исфирь, она послушалась своего дядю, и она твердо стояла, да, несмотря ни на что, пусть даже если я и погибну. На самом деле ее жизнь, она была в опасности, что она пришла с такой просьбой. Хорошо, мы разобрались, что нам нужно стоять твердо на наших убеждениях. Еще раз, смотрите, я хочу, чтобы мы все прекрасно понимали. Иногда люди, верующие, они стоят за какие-то идеалы, которые не имеют никакого отношения к христианству. И они говорят, что я стою, я страдаю за Евангелие. Если ты отстаиваешь какие-то свои политические взгляды, часто это бывает, знаете, такое вот про политику, когда особенно там мужчины говорят, и вот они там готовы стоять насмерть. Но это никакого отношения не имеет к твоим религиозным убеждениям, к твоей вере. Еще раз, да, мы призваны отстаивать наши христианские убеждения. И почему иногда верующие, они отказываются, они не поступают подобным образом? Почему они не могут противостоять? Знаете, одна из причин – это то, что человек часто не хочет оставаться один. Кто-то вот помнит, может быть, старшее поколение. Вот во время Советского Союза была такая, знаете, как называли, генеральная линия или там линия партии. И вот если ты отклоняешься немножко от генеральной линии, то как-то ты остаешься один. И сейчас это то же самое, то, что происходит на Западе. Только там нет ЦК, который бы выпускал генеральную линию, но вот эта вот повестка, которая есть, да, вот в том числе ЛГБТ, что мы должны все поддерживать, вот эту вот инклюзивность, это просто как генеральная линия. Если ты отклоняешься, то ты остаешься в одиночестве, потому что большинство принято поддерживать, да. На самом деле у психологов есть такое понятие, как эффект присоединения к большинству. Это вот, знаете, я даже посмотрел в словарике определение, это склонность человека вести себя так же, как это делает большая часть его окружения, часто игнорируя собственные взгляды, вкусы, убеждения и интересы. В простонародье называют стадное чувство, да? Ну, как, знаете, все начинается с подростков. Ну, как вот все ходят там в кедах, в таких вот, с зелеными шнурками, ну и мне надо. Вы же понимаете, да? И потом дальше оно как-то, человек растет, но некоторые вещи, они, не меняются. Как вы думаете, вот, например, в команде, вот в этой, в хоккейной, которую мы приводили, там 50 с лишним человек,
Все ли там поддерживают ЛГБТ или все ли там гомосексуалисты? Я вас убеждаю, что если кто-то есть, знаете, на самом деле, ну, по статистике 2% у нас, да, вот как бы вообще в мире, но в последнее время, так как это очень модно в Америке, и так как им уже лет 20 мозги промывают, там среди молодежи уже там 5-10 начали говорить, хотя всегда это было в районе 2%. Все ли разделяют взгляды? Нет. Многие выросли в христианских церквях, в христианских семьях, посещали собрания. Почему никто ничего не сказал? Зачем, как бы, у нас вся страна живет так, все как бы, вот, все же за. Чего я буду выделяться? Вот встану там один, потом прилетит там. Знаете, вот по поводу вот этого хоккеиста еще я хочу сказать, что у него проблемы там вот как-то с командой, то есть как-то сезон не очень задался, там стоит вопрос вообще с контрактом, как-то вот со всеми этими вещами, и, то есть, ну, ему есть чем рисковать. Знаете, мы вот видели, когда есть такое понятие, как культура отмены. Знаете, многие звезды Голливуда, вот, например, были подвергнуты такому, знаете, по каким-то там, ну, я сейчас не хочу касаться, знаете, там было такое движение, я тоже, да, Me Too, когда обвиняли в изнасилованиях, и там, ну, то есть там 50 лет назад произошло, и какая-то женщина, она говорит, и вы знаете, то есть есть актеры. Я к тому, что отменить можно вот так. То есть звезды, которые, знаете, их все, никуда не берут, ни в один фильм ты не пробьешься, ни на один канал, ни где-то интервью не дашь, просто как будто тебя и не было. Фильмы с твоим участием снимают, вырезают и так далее. Это не про сталинские времена мы говорим, когда кто-то мог бы сказать, это сейчас происходит на Западе, да? И, то есть, к тому, что есть чем рисковать этому парню. И вот такой вот эффект присоединения большинству. Ну, вы согласны, да, что есть такое вот? Ну, что я буду выделяться? Все как бы это, и я спокойненько. Хочешь жить, умей вертеться. Как бы, ну, ничего страшного. Да? Другая причина, почему люди, они не стоят твердо перед лицом зла, потому что они не хотят, чтобы они пострадали. То есть не просто присоединение к большинству, ну, как-то опасливо вот вообще рисковать. Если ты выступаешь против генеральной линии, можно потерять работу, можно потерять друзей, можно много чего потерять, можно испортить карьеру себе. Вы понимаете же, да? И вот мы подошли к указу президента. В ноябре, 9 ноября прошлого года вышел указ президента номер 809. Он называется «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российско-духовно-нравственных ценностей». И как-то он прошел незаметно, так скажем, но многие процессы, которые вот сейчас проходят, знаете, происходят, они в том числе благодаря этому указу, и я думаю, что это очень показательно. Мы сейчас коснемся этого. Знаете, вот что тот закон против пропаганды ЛГБТ, который был принят, вот он как раз в соответствии с этим указом. То, что вот это развивается. Не просто среди несовершеннолетних, но у нас вообще запрещена любая пропаганда на телевидении, радио, имеется в виду совсем тотально. И я бы хотел просто, знаете, несколько пунктов, там, ну, большой, там есть перечисление, но я хотел бы просто зачитать несколько пунктов из этого указа. Там вот идет перечисление, и вот там есть 5, да. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Дальше, внимание. Высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Вы знаете, многие вещи, это, я почему говорю, что это такой знаменательный указ, на самом деле мы подвели черту под теми вот годами после развала Союза, то, что мы вот строили, я не знаю, какое мы общество строили, но вот у нас какой-то капитализм, но я думаю, что вы согласитесь, у нас вот просто преобладало, да, деньги решают все. Здесь говорится о том, что приоритет духовного над материальным. Мы опять возвращаемся
туда. Это ненормально, когда человек, он делает все для того, чтобы заработать, ему плевать вообще на всех в округе. Вы согласны? И это то, на чем строится, собственно, западная цивилизация. Там вот как бы культ личности, да, ну, имеется в виду индивидуализм. Здесь у нас коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, внимание, крепкая семья. И то, что мы там читали, нравственные идеалы. Дальше 6 пункт, да. Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. Ну и там дальше говорится, что особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. Но здесь говорится о том, что христианство и вообще вот все авраамические религии, да, вот традиционные, которые признаны, в том числе и христианство, они оказали важное значение в становлении вообще ценностей. Мы возвращаемся к христианским ценностям. У мусульман в том числе, да, у них, это тоже авраамическая религия, вы знаете, да? И ценности у них замечательные ценности в обществе, да, то есть они, как правило, не пьют, у них крепкие семьи. Ну, каждый сейчас, кто-то может найти какое-нибудь исключение, что-нибудь сказать. Но вы понимаете, да? Последний пункт, который я бы хотел прочитать, это 14 пункт там есть такой. Идеологическое, психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей. Далее деструктивная идеология, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Знаете, это такой манифест о том, что мы полностью разошлись с Западом. Наше государство больше не придерживается вот этих западных ценностей. Это просто такой манифест, который говорит, что нам с вами не по пути. И я думаю, что та военная операция, которая сейчас идет, она просто подвела такую черту, знаете, у нас отношения и так уже хуже некуда со всеми. Нас никто не принимает и чего только не говорят. И я думаю, что здесь, знаете, может быть, мы еще там, знаете, как говорится, я так думаю, что, может быть, мы там что-то еще и терпели, чтобы не портить отношения, вот всю вот эту вашу насаждаемую идеологию. А сейчас как бы уже и смысла никакого нет. Мы уже полностью просто размежевались с ними. Вы понимаете, да? И когда смотришь вот на западный мир, кажется, что мир сошел с ума вообще. То есть вот пропаганда вот эта ЛГБТ, которая есть, и там сейчас еще даже 4 буквы это мало, там еще добавляется там Q по-английски, еще плюс ставится. То есть это какие-то там трансгендеры и кто-то там еще. То есть все вот то, что там есть. И на самом деле, я не знаю, может быть, вы как-то не слышали, но вот это пропаганда ЛГБТ, пропаганда абортов, пропаганда смены пола. И, то есть, последнее, вы знаете, что во многих штатах, в Америке, Америка была всегда консервативной. Если Европа, она сходила с ума, но Америка, она всегда была консервативна в этом плане. И там сейчас многие школы, они поощряют смену пола у несовершеннолетних детей. Там 8 лет, представляете, например, внимание, не говоря ничего родителям. Мы должны защитить ребенка и его права. Это вообще нормально, нет? То есть, вы представьте, у ребенка меняют пол и ничего не говорят родителям. Вы понимаете, что это гормоны, это физическая операция, и все. Назад дороги нет. Жизнь, она покалечена потом после этого. А подросток, который или ребенок, вы же понимаете, он вырастет. У них недавно, кстати, был такой удар по этому. У них был такой военный, бывший морской пехотинец, который там больше 20 лет прослужил в армии. И уже выйдя на пенсию, вот после всего этого, он вдруг объявил, что он чувствует себя женщиной. И как бы он сменил пол.
И все это подняли тоже вот на такое знамя, и потому что он там, у него куча наград, там высшие награды, которые есть в Америке. Очень заслуженный человек, и вот он там ходил, и он в школах это дело продвигал. И вот недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад, вот в прошлом году, он выступил с заявлением и сказал, что это вообще была ошибка. Я теперь сожалею. И вы знаете, по статистике, статистика, она неутешительная вот для тех, кто поменял. Там, я точно не помню, но точно больше половины, там 70 или 80%, они потом сожалеют. Как бы, да, что меняли пол там или... И вот он как бы заявил, он говорит, что я сожалею, что я... Не просто, что я с собой это сделал, да, но он говорит, я сожалею, что я вот был таким знаменем, что мною вот там пропагандировали в школах вот это все. Ну и как-то это, знаете, тоже не особо освещалось. Как-то человек не совсем идет, не попадает вот в эту генеральную линию партии. Но что, к чему я сейчас вот это вообще все привел? Вы можете представить, какое давление оказывалось на президента, на правительство Российской Федерации, на тех людей, кто представляет наше государство в международных структурах, чтобы они не пошли, то есть не принимали вот этого. Постоянная была критика, вы только вспомните, это сейчас как бы на фоне уже там войны, да, но до этого и вот они тем не менее стояли. Да. Только представьте, какое давление на них было. И на самом деле вот такое вот, знаете, общественное давление, оно может быть, просто представьте, если они могут наехать так на страну, что они могут сделать с одним человеком или с церковью с какой-то, да, отдельной. В этой, например, стране кто-то может говорить, а почему вот там церкви там не встают или там еще что-то. Если они могут так поступить с государством, как ты думаешь, что они могут сделать вообще с какой-то маленькой организацией или с каким-то человеком? Но, неважно вообще, что бы там ни было. Я рад просто, что наше государство, да, оно двигается, как мне кажется, в этом плане в нужном направлении. Традиционные ценности. Нам не нужно вообще за этим вот за всем следовать. Стоять твердо, потому что это то, что Бог, Он призывает нас сделать. Кто-то может спросить, вот как христианин я что могу делать? Или что я должен делать? Как я должен стоять твердо за Бога? Знаете, это то, что вот мы читали, здесь приходит вот этот текст Писания, мы уже его читали сегодня, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены. Может быть, вы обращали внимание, когда я молюсь за детей, когда благословляем, я часто говорю такую фразу, что, Господи, научи их отличать добро от зла. Научи их, что есть хорошо, что есть плохо, с Его стандартами. И потом дай им не идти на компромисс со своей совестью. Если люди часто заблуждаются, они путают теплое с мягким, где хорошее, где плохое. И вот если взять сейчас, знаете, вот подростков, у которых, может быть, неверующие родители, может быть, неблагополучные семьи, такая каша в голове. Вот то, что у нас было вот по телевизору, вот то, от чего мы сейчас отказались, это все им заливалось в головы, да. И если, например, я уже как личность был сформирован, и у меня были какие-то мои убеждения твердые, я не представляю, что творится в голове у детей, которым с самого рождения вот это все заливалось. Они не отличают добро от зла в этом смысле. Но если осознанно, да, если ты понимаешь, не идти на компромиссы с этим. Как вот этот парень. Казалось бы, что там такого? Одень ты майку. Поддержи. Вы же понимаете, это не просто одеть майку, да? То есть он таким образом как бы выражает поддержку движению. Что, я не против, кто там другие, да. Я не могу этого сделать, потому что я не хочу идти на компромиссы со своими убеждениями, со своей религией. Откуда мы берем вообще основания для наших убеждений? На чем мы должны стоять твердо? Библия – это основание нашей веры.
То, что записано в Священном Писании, это основание нашей веры. Из Библии мы узнаем, что правильно, а что неправильно. Что хорошо, а что плохо. Как надлежит поступать человеку, а как ему не стоит поступать. И Богу не интересно мнение каких-то отдельных личностей. Вот твое мнение, мое мнение, еще чье-то. Ему не интересно влияние церквей, которые принимают грех. Вы знаете, многие церкви, они там рукополагают сейчас священников, которые пропагандируют, или которые сами являются нетрадиционной ориентацией. Как такое вообще возможно? Богу все равно, его не интересуют, знаете, влиятельные средства массовой информации и их редакторы, которые там выпускают передачи и пишут какие-то гневные статьи. Или правительства, которые принимают законы, которые узаконивают вообще вот это все аморальное, то, что делается в обществе. Все просто у Бога. Ты либо соответствуешь Писанию, то, что там написано, либо ты не прав. Все. Все твои рассуждения, умозаключения, обоснования, что у нас же 21 век, это вообще смешно звучит. То, о чем говорит Библия, вот на этом мы и должны стоять твердо. На этом мы должны держать свои ноги. Вы помните такую ситуацию, когда Петр и Иоанн, их привели перед Синедрионом, это высший духовный суд, да, у иудеев. И им запретили, говорят, что хорошо, идите, но никогда больше не проповедуйте об Иисусе, там не говорите и так далее. Вы помните, что они им ответили? Это Деяние 4 глава, 19-20 стих. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, то есть Синедриону: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Но вы понимаете, что они обращались все-таки к верующим людям, да, и именно поэтому они так апеллировали им. Что сами посудите, вы же в Бога верите. Если Бог нам сказал, и мы знаем, что это от Бога, должны ли мы слушать вас больше, чем Бога? Вы понимаете, что если вы так будете говорить кому-то, начальнику там на работе, который абсолютно неверующий, он скажет: ну, давай, до свидания. Я к тому, что, ну, надо здравость, да, иметь здесь. Они стояли перед духовными людьми, и поэтому они апеллировали именно так. Но они отказались прогибаться. Они стояли твердо на своих убеждениях и на своей вере. Я хочу подчеркнуть, что Петр и Иоанн, они были очень уважительны. Они не собирали каких-то демонстраций, не собрали какую-то группу поддержки и протестов, и не пришли там в Синедрион камнями закидывать и транспаранты не развернули. Там, да? Да, алой. Они просто стояли и сказали: сами посудите, если Бог нам сказал, нам кого слушать, вас или Бога? Людей или Бога? Также я бы хотел обратить внимание вот на этого парня, на хоккеиста, которого максимально корректно. Он сказал: я уважаю выбор каждого человека, а мой выбор – это следовать моим убеждениям. И когда его пытались вывести на что-то, какие-то провокационные вопросы, он говорит: ну, вы же слышали, что я сказал. Есть вопросы как бы вот по теме, по хоккею, я вам отвечу. Про это я больше ничего говорить не хочу. Вы можете уважать этот выбор? Насколько все корректно было? Вообще просто красавчик. В этом смысле, ну, можно поучиться, как общаться с представителями прессы и вообще как отстаивать свою позицию. И мы подходим к заключительной части того, что я хочу сказать. Каким образом нам нужно стоять твердо. И еще раз, место Писания, которое мы уже читали, это 1 Коринфянам, 16 глава, 13 стих. Такой основной текст сегодняшней проповеди. Бодрствуйте,
стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Но я вам не прочитал следующий стих, 14. Давайте мы его прочитаем. Еще раз, это подряд идет. Все у вас да будет с любовью. Говорит, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. И сразу тут же, все у вас да будет с любовью. То есть твердый и мужественный, это не означает, что я жестокий, яростный там и за свою веру я положу всех, кто тут против. Вы понимаете, да? Все у вас да будет с любовью. К сожалению, в истории христианства многотысячной, сотни лет, тысячи лет христианства, были постыдные страницы, когда церковь, не обязательно, есть много направлений, много деноминаций, да. Но вы знаете, что и католическая церковь там поддерживала нацистов во время Второй мировой. Была инквизиция, когда людей просто сжигали по наветам и так далее. Это церковь христианская делала в том числе. Но изначально то, что нам заповедал Господь, то, на что мы должны смотреть, наша вера, она не яростная, она не свирепая, она не жестокая. Знаете, вот интересно, что как-то вот многие религии, вот там, я не знаю, или взять монахов тибетских, вот у них там есть какие-то виды боевых искусств, да, там какой-то шаолинь, там еще что-то, какие-то другие, то есть есть что-то такое, как силовое какое-то звено, чтобы защищать, там что-то быть. Но не было такого в христианстве изначально. Не говорил нам, не заповедовал нам Господь такого. Что создай школу единоборств или создай там армию свою, или там, чтобы отстаивать свои убеждения. Более того, Иисус, Он что говорил? Иоанна, 13 глава, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Не потому, что ты себе крест нарисуешь во всю спину и во всю грудь, возьмешь меч и пойдешь резать всех. Не поэтому узнают, что вы мои ученики, но потому, что будете иметь любовь между собой. И здесь, то, что мы прочитали в 1 Коринфянам, Павел, он напоминает верующим христианам, что вам нужно стоять твердо на своих убеждениях и делать это с любовью. В принципе, вот этот парень-хоккеист, знаете, вот пример такой. Упрись ногами, встань на твердое основание. А основание – это Библия, то, что там написано. Наши ценности, они незыблемые, да, они там. И если ты именно, еще раз, не на каких-то политических убеждениях, потому что я часто, знаете, вот смотришь людей, в Ютубе сейчас полно таких, я бы сказал, даже псевдосвященников, которые говорят, что мы страдаем за Евангелие, мы там это. А посмотришь, о чем он говорит, там, не знаю, как угодно можно назвать, политическая борьба, борьба против коррупции, борьба там против чего-то, но там нет Евангелия, там нет христианства. О чем ты говоришь, на чем ты стоишь, за что ты там страдаешь? Твердо стой на своих убеждениях, но не позволяй скатиться все вот в эти вот споры и разногласия. Давайте мы посмотрим. Второе послание Тимофею, 2 глава, с 24 по 26 стих. Апостол Павел пишет следующее. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Еще раз, мы должны твердо стоять
Мы не должны прогибаться, мы не должны извиняться за свою веру. Вы понимаете, да? Но твердо стоять это не означает быть агрессивным. Твердым стоять это значит, что я не сдвинусь с места со своих принципов. Но при этом, при всем, да, вот здесь, еще раз я просто прочитаю. Рабу Господа не нужно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять, если кто-то даже с тобой не согласен. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Бог призвал нас стоять твердо. Не прогибаться ни под кого. То, что касается веры. То, что касается наших убеждений. То, что касается наших ценностей. Но делать это мягко, без извинений еще раз, да. То есть за веру за нашу не нужно извиняться. Но часто мир, он, знаете, вот как вот эти вот, очень показательно, как вели себя вот эти вот журналисты и вообще все вот. Просто как с цепи сорвались, казалось бы. Ну, какое-то там событие, ну, кто-то там майку тоже вот не одел, там, могли бы на тормозах спустить. Так нет, это просто, знаете, это было во всех средствах массовой информации. Это прямо новость номер 1 в стране. Как будто там это, и вот, да как он посмел, да пусть он катится, откуда приехал, если он тут не разделяет наши ценности. Мир и зло, оно будет противостоять тебе. Но когда пыль уляжется, когда все рассеется, ты знаешь, что это того стоило. Вы знаете, я в защиту и как бы так, чтобы поднять вот, с Проворовым то, что произошло. Вот на фоне вот этого всего, пока еще все, вот это, весь хайп он был, произошла интересная вещь. Вы знаете, что клуб, он продает майки игроков. Игровые майки, вот прямо настоящие, с номерами и с фамилией хоккеиста на спине. Я не знаю, хоккеисты получают с этого какой-то там процент или клуб зарабатывает, но продает клуб и продает лига еще. То есть все как-то, видимо, имеют что-то с этого. Там лейбочек, там НХЛ написано, значит, лига что-то получает. Лейбочек клуба, это клуб тоже там какую-то денежку имеет. И что-то, наверное, игрок получает. И игровая майка сейчас стоит $176. Ну вот я посмотрел просто в магазине, как бы, да, онлайн. $176 это, ну если даже по 70, если взять, ну по 60, 1012, 15 рублей, ну как бы не дешево, в общем, вы понимаете. В течение буквально считанных дней раскупили все майки с его номером. Парень не звезда, в смысле он не мега-звезда какая-то. Это не Овечкин там, не кто-то, знаете. Везде заходишь и везде написано распродано. Везде остался только XXS там какой-то, ну, самый маленький размер. Все остальное просто смели с полок. Вы понимаете, люди, то есть фанаты стали, кого вообще поддерживают люди. И знаете, вот такие робкие голоса, если зайти в сеть, вот те блогеры, которые, ну или вот, вот этот Такер Карлсон, знаете, называли вещи своими именами. Да парень герой на самом деле. Мы вообще не обязаны плясать под эту дудку. Еще раз, казалось бы, все плохо и все там, но когда пыль уляжется, ты знаешь, что оно того стоило. Один человек может повернуть волну вспять. Я не помню, кто сказал, такая цитата тоже есть, кто-то из великих. То, что дается слишком легко, мы почти не ценим. Ценно то, что дорого достается. Небо умеет назначать правильную цену своим благам. Если мы что-то получаем легко, как-то мы особо и не это. Но если ты заработал это, если ты пострадал, если ты на своей шкуре пережил, то, знаете, вот эта свобода, она ценится, ну не обязательно свобода, вообще что-то, ценится гораздо больше. Возникает вопрос, готов ли ты стать твердо за Иисуса? Стать твердо за то, чему Он учил. Стать твердо за то, что Он заповедал. Аминь. Давайте мы поднимемся и помолимся.
как-то часы подводили, видимо, так классно подвели их, что они остановились. Я все стою и понять не могу, что произошло. Думаю, как-то время медленно идет, думаю, надо как-то детскому служению дать возможность закончить собрание. Оказывается, уже час, а там все до сих пор. Аллилуйя. Господи, дай нам силы противостоять злу в трудные моменты. Дай нам силы стоять за Тебя, стоять на своих убеждениях, которые мы получили, на христианских ценностях, и не прогибаться. Господи, благослови наш город, нашу общину, нашу страну, Господи. Что бы ни происходило, Господи, дай нам дальше стоять за христианские ценности, за семью, что благослови нас. Да будет так. Аминь. Аминь. То думаю, может быть, сейчас откажутся, не выйдут. Я хочу задать вопрос. Есть ли у нас люди в зале, кто ни разу не принимал Христа как своего Господа и Спасителя? Потому что все вот эти ценности, они имеют значение только в том случае, если ты принадлежишь Иисусу Христу. Если вы ни разу не молились молитвой покаяния, я могу это помочь вам сделать. Я могу с вами помолиться. Если есть кто-то, поднимите руку, я помолюсь с вами. Можно вас попросить сюда выйти? Если есть кто-то еще, тоже выходите. Давайте мы помолимся. Буквально нам минутку дайте. Я сейчас поговорю, объясню кое-что. Но я буду говорить в микрофон, поэтому это. Ребят, давайте я попрошу вас, можно вас попросить просто повторять слова за мной, чтобы не смущать человека, хорошо? Давайте мы помолимся. Закройте глаза, чтобы не смущалось ничего. Повторяйте за мной. Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости меня. Прости мне все мои грехи. С этого момента очисти меня. Сделай меня белее снега. С этого момента войди в мою жизнь. Будь моим отцом и моим Богом. Я признаю, что Иисус Христос Твой Сын, что Он умер и воскрес на третий день. Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Аминь. И аминь, значит, да будет так. Хорошо. И
Давайте мы поприветствуем нашу сестру во Христе. Давайте мы помолимся за вас, можно? Так, благословим. Давайте мы помолимся, благословим, как бы, чтобы Господь просто был. Господи, Отец, мы благодарим Тебя за нашу Христу во Христе сейчас. Мы просим Тебя, Господи, благослови ее, как мы ее благословляем. Вот в эти первые дни хождения с Тобой, Господь, мы просим, чтобы она переживала Тебя, Твое присутствие реально, Господи. Пусть будут чудеса в ее жизни. Пусть она начнет слышать Тебя, Господь. Веди ее. Пусть в ее жизни она начнет меняться. Покажи ей, что Ты любящий Отец, Господь. Пусть мир вокруг нее изменится. Прямо сейчас я провозглашаю божественное здоровье в ее тело. Господь, наполни ее. Там, где Дух Господень, там свобода. Наполни ее Духом, который вытеснит всякую болезнь во имя Иисуса. Пусть будет так. Господи, я прошу Тебя, если есть где-то разрушенные отношения, я провозглашаю восстановление отношений, я провозглашаю мир и радость. Господи, и прежде всего я прошу Тебя, чтобы мир и радость были в ее сердце, было спокойствие. Пусть она слышит голос Твой, пусть она переживает Тебя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Проходите у нас там. Хорошо, у нас собрание подошло к концу, по крайней мере официальная часть, мы сейчас пойдем чай пить. Давайте мы еще раз Господа прославим, хорошо? Пой Господу новую песню, пой Господу, пой аллилуйя, пой Господу песню по всей земле, аллилуйя, пой Господу новую песню, пой Господу, пой аллилуйя, пой Господу песню по всей земле. Хорошо, на этом у нас собрание закончено. С миром Божьим. Господь пусть благословит вас. Смотрите за информацией в группе. Еще раз напоминаю, что на следующей неделе у нас будет несколько собраний, будет семинар с Анной Рысматовной. Добро пожаловать в субботу сюда в 11 часов, я думаю, и также в воскресенье на воскресное собрание. Все. Господь благословит вас пусть на эту неделю.